Челнах минувшей ночью вспыхнуло здание бывшего ресторана «Арарат». Пожарным быстро удалось потушить огонь. Люди не пострадали, но жители расположенных рядом домов уже больше года требуют либо снести строение, либо его отреставрировать, чтобы не допустить повторения трагедии. В сентябре минувшего года здесь же на пожаре погиб 12-летний мальчик. Доступ внутрь был открыт. В этот раз причиной пожара, как узнал Салават Мухаммадуллин, также стало неосторожное обращение с огнем. Я запах почуяла. Вышла, не пойму ничего. А тут, оказывается, вот отсюда откуда-то шел. Это невозможно. Живем как на пороховой бочке. Уже второй раз. Но это же не дело. О пожаре челнинцы сообщили спасателям за час до полуночи. Густой дым шел из здания бывшего ресторана. По прибытию на место пожара было создано звено ГДЗС, которое обследовали здание. Было выявлено, что на первом этаже горит бывшая документация, старая документация на площади 15 квадратных метров. Пострадавших на месте пожара не обнаружено. Причина пожара явилась неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Спасатели рассказали, что несмотря на заколоченные двери и окна, попасть внутрь ни для кого не составляло труда. Во время тушения все замки срезали и двери открыты настежь. Охраны нет. Содержанием здания заинтересовалась прокуратура. Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку по факту пожара в неэксплуатируемом здании ресторана «Арарат». По итогам надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям собственника здания, который по закону обязан принимать меры к охране объекта и предотвращению проникновения туда посторонних лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Первый пожар, в котором погиб 12-летний ребенок, вспыхнул в сентябре минувшего года. После трагедии у бывшего ресторана сменился владелец, но само здание не изменилось. У нас гарью пахнет дома. У нас, когда дождь, это все гарью пахнет. Молодежь постоянно лазит. То есть доступ закрыли, но это не помогает, да? Какой закрыли? Вы посмотрите, с той стороны открыто окно. Они лазят, каждый день лазят, мы видим это, но мы ничего не можем сделать. После первого пожара было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Однако позже дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.